Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Сегодня стрим на русском языке. 17-й стрим, если не ошибаюсь. Платформа открытого диалога Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. У нас сегодня 27 февраля 2024 года, 24 минуты по европейскому времени. Я вас всех приветствую и передаю слово нашему спикеру Аяду Идигову. Аяд, Машуваль Сюждикёля. Маршал, да. Добрый вечер всем, кто будет слушать нас. Сегодня у нас на русском языке, как сказал Аслан. Тема – это, значит, Российская Федерация, Россия и международное право. Здесь мы хотим говорить вопросы, связанные с тем, что как себя сегодня и с первого дня своего существования ведет Россия в правовом поле, насколько это правильно, с точки зрения нашей республики, тех республик, которые вышли из Советского Союза, и в отношении, естественно, Украины и остального мира. Вот об этом мы хотим поговорить и будем диалог вести. В основном дело в том, что, как всем известно, современное международное право, оно появилось после окончания Второй мировой войны. И связано это было с тем, что все страны мира, которые после Второй мировой войны решили создать новые правила общежития в мире. И был, значит, принят устав Организации Объединенных Наций и международное право. И они туда, значит, собственно говоря, много, значит, принципов было разных. Но основные два принципа, которые нас интересуют, это принцип права народа на самоопределение и принцип сельского совещания, которое в 1975 году прошлого века прошел, где было сказано о нерушимости границ, которые, значит, образовались после Второй мировой войны. Это важно знать для нас, для всех, я думаю, многие знают, но повторить это было хорошо. Этот принцип права народа на самоопределение, он говорит о том, что все народы мира имеют право на свою государственность. Значит, государственность не просто так, они могут создать свое государство, они должны выразить свою волю на, значит, создание своего государства. Эти народы, которые, собственно говоря, находятся в составе, скажем, образно 200 с лишним, 22, 203 государства есть в мире. Вот они в некоторых странах, они в составе этих государств находятся и живут там. Но если хотят создать свое государство, то они, в принципе, по международному праву имеют право создать свое государство. Так вот это положение, чтобы вот очень важный момент, имеют, с одной стороны, право народного собрания, а с другой стороны, в специальном там заявлении и решении комитета ООН сказано, что право народа на самоопределение не есть односторонний факт, то есть, да, одностороннее решение там. И здесь надо сказать, что имеется в виду. Если народ провел референдум, съезд там, или выразил решение создать свое государство, в котором в составе находится какого-то государства, то это государство, в котором они находятся, они должны дать окончательное согласие на создание этого государства. Когда говорят о принципе нерушимости границ, который был хельский, значит, принцип, то все говорят, что нельзя, мол, рушить границы, это нельзя было с внешней стороны, то есть государство надо, мол, сохранять.
На самом деле в этом принципе сказано только о нарушении, недопустимости нарушения границ внешней стороны. То есть нельзя захватить чужую территорию, войти туда и создать там, значит, какие-то военные, ну, другие какие-то условия, которые непозволительны, потому что вот устоявшее государство должно сохраняться. А вот с внутренней стороны, о котором я говорю, принцип права народного самоопределения, эти принципы не противоречат друг другу. Хотя многие пишут и говорят, что эти два принципа не позволяют, мол, создать какое-то свое там государство любому народу. На самом деле это не так, как я сказал. Народ имеет право на свое самоопределение, но только согласие этого государства, в котором, допустим, находится тот или иной народ. Вот это основная точка вот такая, об этом будем говорить. И скажем о том, что этот Хельсинский принцип 1975 года подписал тогда Советский Союз. То есть Советский Союз, как и другие страны мира, подписали этот принцип и обязались ему следовать. Теперь, после того, как Советский Союз в 1991 году развалили, то образовались новые государства. В принципе, в этом Советском Союзе было 35 республик, 15 союзных и 20 автономных. Это было до апреля 90-го года. Это важный момент. И вот в апреле 90-го года, когда еще Советский Союз существовал, Советский Союз в целях, значит, изменения линии политической там, или преобразования структуры власти во главе с Горбачевым приняли, значит, идею перестройка, гласности и демократии. И на этой основе, если так говорить, демократия, все, что говорилось, гласность, то нужно было, что в процессах должны были соблюдаться как бы права человека, значит, и народов. И поэтому эти 20 автономных республик по своему составу и статусу были преобразованы в союзные республики. То есть они стали со статусом союзных республик. То есть на территории Советского Союза тогда в апреле месяце фактически появилось 35 союзных республик, то есть составляющих этой страны было такое количество. Но в то же время Советский Союз, власть, как я сказал, что главная власть, существующая власть, она разрешила 3 союзным республикам Балтийским, Литва, Латвия, Эстония, чтобы они вышли из Советского Союза и образовали свое государство. Это было с разрешения этого государства, и это было в рамках международного права. В Советском Союзе осталось тогда 32 союзообразующие республики, если 3 отнять. И в процессе вот этого движения в сторону, значит, преобразования Советского Союза были проведены разные, значит, действия и были приняты там разные декларации, потому что эти союзные республики и бывшие автономные республики уже принимали декларации о том, что они изменились, значит, статус будет меняться, и им нужно было в соответствии с решением этих 3 законов Советского Союза принимать декларации, что они тоже согласны с этим намерением. Это процедурные такие были решения. И надо сказать, что многие вот республики, которые входили, я сейчас лучше скажу
наверное, о том, что о территории Российской РСФСР, тогда бывшей, потому что в ее состав входило тогда 16 автономных республик, которые были преобразованы в союзные республики фактически. И вот получалось, что 16 и 4 в других там республиках, это в Грузии, Азербайджане и Узбекистане, эти республики имели право тоже на свою государственность, потому что вот такое было преобразование, или то есть они имели право на подписание нового союзного договора, который был запланирован подписанием 20 августа 1991 года. До этого в марте месяце 1991 года в ходе вот этих всех документов, принимавшихся, значит, я имею в виду резолюций, заявлений этих республик, деклараций, в марте 1991 года был проведен референдум о сохранении единства, скажем, территории этой страны, Советского Союза. Надо отметить, что я за другие сейчас не буду говорить республики, за Чеченскую республику, когда тогда наши, значит, руководство республики, которые были во власти, там, Советский Союз, это Завгаев и другие, они приняли решение не участвовать в этом референдуме. То есть на территории нашей республики не проводился референдум о сохранении единства этой территории. Почему? Там было несколько причин, связанных с тем, у нас Священно-Ингушская республика была, несколько причин, связанных с тем, что ингуши требовали, значит, возврата им пригорода района, а в нашей декларации, там, которая принимала, скажем, власть действующая тогда, было сказано, что если они не решат этот вопрос, что мы даже не будем участвовать в этом референдуме. Вот так было сказано. Но самое важное другое, что наш народ провел съезд, общенациональный съезд чеченского народа в ноябре 90-го года, куда со всего мира, значит, были приглашены представители нашего народа, то есть и они, как выборщики, где-то собралось около 1000 делегатов, и они единогласно тогда, скажем, 90% проголосовали за создание нашего государства. Я хочу сказать, в частности, о нашей республике. После этого лишь через день, это было 25-го нашим народом, проголосован через день, 27-го, это верховная власть Чечен-Ингушетии тоже свою декларацию принял, в которой тоже было сказано, что мы создаем фактически свое государство. То есть это совпало. И 27 ноября это было сделано. И когда, значит, в 91 году, в августе, все намечено было на то, чтобы подписать этот новый союзный договор, в котором все эти республики, которые я говорю, которые были в составе РСФСР и другие союзы, эти две республики, чтобы подписали новый союзный договор и преобразование, так сказать, всей системы власти на основе перестройка, гласность и, значит, демократия. Демократия предполагает, и во всем международном праве предполагает, что оно жизнится на основе свободы личности. Вот. Если потом я скажу про эту свободу личности, конкретно шифрую. И вот в этой ситуации, когда туда действующие власти туда собирались в Москве, еще до этого, 19-го, 18-го, значит, августа, окружение Горбачева
значит, совершила государственный переворот, захватила власть, значит, задержала в Флосе на даче Горбачева, не пускала, говорила, что он болен, что он не может управлять страной, и заявили о необходимости возврата обратно, то есть вернуться обратно ко всем тем событиям, которые Горбачев разворачивал. Но это уже нельзя было, они не могли это сделать сами, это был государственный переворот. Но тогда народ как бы встал, не как бы, а точно встал и начал со всей, скажем, страны съезжаться в Москве. Там были кровопролития, людей убили, под танки ложились. То есть фактически эти путчисты проиграли вот эту схватку. И в этот момент, когда эти люди были путчисты, которые в окружении Горбачева, а президент РСФСР Ельцин два дня, в этот первый и второй день скрывался, и только тогда, когда он увидел, что побеждает народ, он вышел на люди, залез на танк и зачитал обращение, что он на стороне народа, и что вместе, мол, мы там добьем его. Но тот был уже почти повержен. Фактически это было наглядно видно, поэтому он вышел и заявил, что так делать, и издал указ о том, что теперь все союзы министерства подчиняются ему. То есть он не имел права это делать, потому что в Советском Союзе было уже 32 республик со статусом союза, а он, значит, под себя это как бы подтягивать стал. То есть это был второй, как бы, может, это государственный переворот, то это путчисты делали. Теперь, перехватив эту власть, этот Ельцин заявил, что он теперь глава там всей этой территории и министерства, все. Но когда вот такая ситуация стала раскручиваться, у нас в республике, которые поехали туда наши руководители тогдашние республик Чечни и Ингушетии, они странным образом, оказавшись в Москве, вернее, не странным образом, они выступили на стороне этих путчистов. Они должны были защищать то решение, которое принял наш народ, общенациональный съезд чеченского народа, и решение, которое они сами приняли через один день, 27-го. Они выступили против, значит, своего решения и стали тоже участниками этого путча, поддержав их. Это привело к тому, что в нашей республике поднялись большие, значит, митинговые страсти, начали требовать от них сложить свои полномочия. Они и так должны были сложить свои полномочия. Почему? Потому что статус автономной республики поднят был до уровня союзной республики, а в этом случае нужно было избрать новую власть. Вот так стоял вопрос. И когда они вот это все там вот свою сущность показали, наши люди очень активно участвовали, народ вообще был возмущен, активно участвовали в противодействии этой власти, которая стала наряду с путчистами вместе с ним в Москве. И я помню, как сейчас около 100, кажется, ну не 100, до 100 своих мандатов сложили эти депутаты Верховного Совета Чечено-Ингушской АСР, уже Чечено-Ингушской Республики, что они, мол, уходят. В итоге где-то 6 сентября 1991 года Верховный Совет принял решение добровольно сложить в себя полномочия, потому что они уже, как бы, значит, пытались как-то оправдаться, но это уже не вышло. И тогда исполком Общенационального съезда чеченского народа привлек этих депутатов, которые были избраны ранее, Верховный Совет СССР, Верховный Совет РСФСР и Верховный Совет ЧССР. Им было, значит,
поручено этим исполкому, значит, принять несколько законов: закон о гражданстве, закон о выборах, закон президента, парламента, ну, еще какие-то там законы, пару законов, которые необходимы были для того, чтобы, значит, провести выборы. И вот Верховный Совет уже был сложен, сложил свои полномочия, и были проведены выборы в нашей республике 27 октября 90 года. Был бы избран президент и был избран парламент Чеченской республики. Вот такая процедура была. И еще я хочу дополнительно сказать такую вещь, что должны все понимать, наверное, все это знают, кто читал, что с точки зрения современного международного права народы и люди не могут делиться там по религиозному там, или по национальному признаку, или народы не могут, человек не может, так? Это разные, мы знаем, да? Градации делать, они все равны. И в то же время все эти люди, народы тоже равны. С этой точки зрения, после того, как они уже в декабре 91 года развалили Советский Союз, даже если бы они не были возведены в статус, скажем, союзных, это были внутренние вопросы, то все эти республики, которые есть и были в составе СССР, они имели право уже на свою государственность с точки зрения международного права, право народа на самоопределение. И после того, как Советский Союз исчез, то есть та власть, которая должна была разрешение дать или не дать для любой республики или народа выйти из состава этой республики, эта власть сама исчезла. И в международном правовом поле оказалось 32 республики, имеющие право, значит, создания своего государства, это один момент, войти в состав другого любого государства и, значит, создание, значит, федеративного государства. 3 момента позволяет международное право выше, чем из любого, там, скажем, государства создавать, когда будут создавать свое государство, этот путь избрать. Так вот, после того, как развалился Советский Союз, все, что там было внутри СССР, уже не имело никакого отношения. Вот это надо знать. Это вообще не имело никакого значения, потому что сегодня русские там эти говорят, там то, там вы автономии были, это все уже не имеет никакого отношения с точки международного права. И эти республики все имели право на свое государство. Единственное, что они должны были, обязаны были, эти республики, если они хотели создать эти свои государства, или вот эти 3 момента осуществить, они должны были атрибутик государства, чтобы у них была. То есть имел в виду, чтобы они избрали, значит, себе власть, чтобы они, значит, флаг, гимн, там, все, что есть, атрибутику у государства. И провести референдум, что они хотят. Они же собирались вначале там войти, скажем, но обновленный союз республики, а теперь что они хотят, они должны были сделать. Так вот, из этих всех бывших ранее автономных республик, ну, одна из, скажем, республик, единственная, можно сказать, Чеченская республика приняла эти решения, еще будучи в составе Советского Союза, и 27 октября 1991 года провела эти выборы, приняла всю атрибутику. У нас работал парламент, президент, правительство, флаг, герб, ну и все остальное, что необходимо. Все органы местного управления действовали. То есть мы, значит, действовали уже, когда развалился Советский Союз. Мы, кроме Конституции, все остальное у нас было как государство принято. И как только развалился Советский Союз, наш парламент чеченский, он 12 марта 1992 года принял Конституцию Чеченской республики, суверенного, независимого, демократического государства.
Почему это важно? Скажу важно, это потому что другие государства, действующие государства, которые есть в мире, они не могут признавать какие-то там, значит, намерения, которые есть у той или иной общественной организации или того или народа, если, ну, по правилам, если они как государство не оформятся. Наша республика полностью оформилась, полностью со всеми этими атрибутами и действовала. Вот, я говорю, и в 1992 году, 12 марта, была принята наша Конституция, 13 марта нашу республику признала Грузия. Грузия 13 марта. Почему это было только 13-го? Потому что мы должны были восполнить все атрибуты государства и определиться как государство. И после этого только нас признала Грузия. Теперь идут разные разговоры, что вот якобы, значит, Гамсахурди, президент, который был гостем нашего президента Дудаева, и Верховный Совет, что они были, мол, свергнуты, они не имели права. С одной стороны, говорит о том, что они свергнуты. Законная и легитимная власть не может быть свергнута, она имеет свои полномочия в любом случае. Дальше ее полномочия продолжается с точки зрения международного права и всего остального. С другой стороны, надо сказать, что президент Гамсахурди и этот парламент, они вернулись в Грузию и там продолжали борьбу с этими, скажем, преступным режимом, который, значит, организовал эту преступные акции против действующей власти Кремль. Действующая власть РСФСР, это Ельцин и его команда, они это организовали, и Гамсахурди погиб. После гибели Гамсахурди там, значит, и власти, тогда был этот Шеварднадзе, потом пришел Саакашвили. И важный момент, что именно эта власть, значит, приняла решение, специальное постановление, вот это тем, которые говорят, что это незаконно было, они не имели права, я это хочу объяснить. Они приняли постановление, номер, все это у нас есть, можно все посмотреть, что действующая власть во главе с президентом Гамсахурди Верховного Совета, все его решения, а с момента избрания этой власти и до окончания срока считается законным и легитимным. Тем самым было подтверждено и признание нашего государства. Это важный момент тоже такой был. Вот таким образом я хочу сказать, что мы создали свое государство в соответствии с нормами современного международного права, так и другие республики, теперь я скажу, которые вот были, будем говорить сейчас за республики, которые были в РСФСР и стали по статусу союзными, но которые не избрали, значит, свои власти, не проявили соответствующие решения, значит, о том, что избираем там такой-то путь независимого государства, хотя Башкортостан и Татарстан об этом говорили, но они тоже через некоторое время потом согласились, и вместе с РСФСР, с Ельциным, они подписали так называемый федеративный договор 31 марта 1992 года. Что это за договор был? Это был договор незаконный. То есть эти республики, которые получили право на воссоздание своего государства, во главе их еще сидели бывшие коммунисты, которые были еще избраны в Советском Союзе, и им не дали, фактически не позволили им, именно власть РСФСР, имеющую над ними давление, вместе с теми людьми, которые сидели в тех республиках, они подписали так называемый федеративный договор
но они уже обозначали себя как союзные республики. Вот есть специальный договор, который видно, что это были уже союзные как бы республики, но власть там была не, народ не избирал. То есть народу не дали там решить проблему, значит, восстановления своих стран, скажем так. И вот этот подписанный федеративный договор о создании Российской Федерации России был незаконен с точки зрения того, что они не спросили этого, ни одной республики народа не спросили, и фактически навязали этот договор и образовали 31 марта 1992 года образовали Российскую Федерацию России. То есть эти республики все имели своих президентов, если вы помните, так? Они как бы обозначали себя, но эти все президенты, это были фактически большинство из них, ну, подавляющее большинство, были бывшие первые секретари обкомов, там еще какие-то главы этих республик. Вот кто они были. То есть у них не было того статуса, который бы им позволял это сделать. И образовав эту республику после двух, как говорится, государственных переворотов, что противоречит с точки зрения международного права, дальше события стали развиваться. Ельцину не хватало власти. Он решил полностью пойти на то, чтобы значит, как бы узаконить полноправным хозяином стать на этой территории. Ситуация так разворачивалась, что начиная сейчас, кажется, с сентября по декабрь пошли, значит, волнения по Москве, начали убивать людей, захватывать разные предприятия, расстреляли, как мы знаем, Верховный Совет и не соглашался с теми решениями, которые хотел, будучи даже вот такой ситуации, которую хотел захватить Ельцин. И, ну, они расстреляли Верховный Совет по тем данным, которые они были разные, но от 3 до 6 тысяч человек они убили тогда для того, чтобы это совершить. И в декабре 1993 года они приняли так называемую Конституцию Российской Федерации, новую Конституцию, в котором Ельцин как бы утверждался диктатором в этой стране. Фактически он мог любую мероприятие там провести, распустить дом и все остальное. Но что интересно, эта Конституция, которую они приняли 12 декабря 1993 года, она не была по закону принята ни Думой, то есть ни парламентом, ни Конституционным собранием, ни референдумом, а была принята опросом населения, что не является с точки зрения права и не является юридическим документом, юридически не имеешь обоснования. Там это споры, на самом деле это так. И главное, после этого, что делает Россия, не слушает тех, конечно, они там и все этих республиках сидели, эти бывшие первые секретари, и они, значит, принимают эту Конституцию за основу, и в эту Конституцию российская власть, то есть Ельцин, вписывает нашу республику, которая еще до создания этой Российской Федерации России 12 марта уже Конституцию принял, и уже нас признал уже Грузия, член Организации Объединенных Наций. Он вписывает в ту Конституцию и нашу республику, которая не подписывала никакие с ними ни договор, не участвовала ни в каких мероприятиях, а создала по всем правилам свою республику, вписывает нашу республику в эту свою Конституцию как часть России. Чеченская республика как часть России. Это было третий государственный переворот, когда они сделали, вот я сказал. А вот это, что он захватил и записал нашу Конституцию, это, можно сказать,
новопиющие нарушения, они могли таким образом любую страну записать, и с точки зрения международного права и законов не имеет никакой основы. Вот что важно. Они вписали нашу Конституцию, так как мы были молодое государство, которое только на ноги, так скажем, мы не могли ничего противостоять, кроме того, что мы на весь мир заявляли, говорили, писали, встречались, решали эти вопросы, но никак ничего не возымело. И тогда, уже в 1993 году, через месяц примерно, 16 января 1994 года, наша республика была переименована в Чеченская республика Ичкерия, чтобы мы отличались, что в связи с тем, что они вот здесь, чтобы мы знали, что Чеченская республика, государство существует. Вот все документы после того, как было, изменение нашего государства 16 января 1994, все с того момента, все документы, которые подписаны, должны наши со всеми, и наши внутренние, и внешние, и договора должны все быть подписаны от имени Чеченской республики Ичкерия. Если они не подписаны от имени Чеченской республики Ичкерия, а просто о чеченской, это означает, что речь идет здесь о том, что наша территория есть часть России. Кто бы это не подписал, вот этот момент надо нам всем знать. А то, что было 16, скажем, января 1994, это можно рассматривать как решение нашего государства до переименования. Вот этот момент тоже важен. То есть вот таким образом было совершено фактически 3 государства переворота. То есть какие вот события происходили, и эти все события были полностью в противоречии с международным правом существующим, в противоречии со всеми внутренними законами СССР, РСФСР. Развал Советского Союза был тоже незаконен, потому что его развалили, они дали ему из этих республикам выйти оттуда. То есть были специальные законы, которые позволяли выйти. В принципе, были 3 закона. Они могли выйти из этого государства и спокойно, продолжать существовать или какие-то отношения строить. То есть они тогда захватили в 1991 году вот эту власть, чтобы захватить, управлять этим развалом. То есть, и этот развал тоже был незаконным, вот я говорю, с этой точки зрения. Развал Советской империи мы не против, конечно, но они захватили вот это все, чтобы вот эту, как это, кашицу сделать. Во-первых, все эти республики, народы, которые имели свои государства, не дать им создать свое государство. А те, которые создали, вот эти, которые бывшие, ранее бывшие союзные республики, их осталось 15, 12, и наша республика, это 13-я республика, чтобы вот эти республики, чтобы вот так вот их захватить, и они тогда запланировали, когда разваливались, это был такой момент, они говорили, давайте разойтись, чтобы затем сойтись. Для чего? Потому что Ельцин никто не хотел подчиняться на территории бывшего Советского Союза. И поэтому они вынуждены были пойти на это, но они уже тогда планировали, экспансию политическую, военную, правовую, для того, чтобы эту всю территорию вернуть под свою власть. Вот эта работа и продолжалась, и продолжается сегодня. То есть вот такие преступления делает эта власть с точки зрения международного права и с точки зрения, скажем, тех законов, которые уже ушли в прошлое, туда мы возвращаться не будем, но как они шли. Вот это все надо примерно знать. И теперь их вписание в свою конституцию, нашу республику, как территории, России, для них стало основанием, как бы в кавычках, что они могли говорить, что это была не война, а не агрессия против Чеченской республики Ичкерия, а это было наведение конституционного порядка на территории нашей страны.
И вот таким образом они начали свои шествия, военные преступления против нашей республики. Все детали я не буду раскладывать здесь, потому что много говорили. 5 агрессий было, 5 агрессий Россия совершала против нас. И только в 5-й агрессии, после, значит, истощения и полного, так сказать, уже невозможно вести сопротивление людского, материального, мы вынуждены были уйти в постполе, выйти за границу и продолжать нашу работу для того, чтобы освободить нашу территорию. То есть тогда еще, надо отметить такой момент очень важный, что тогда еще Россия, кроме военной и другой вот этой, значит, акции против нашей республики, вела работу по дискредитации нашего государства. Они нам навешивали разные ярлыки, они сделали нам внутренние какие-то разборки, значит, так называемое согласие между, значит, разного рода религиозными движениями, разного рода, значит, районными, там, тыповые и другие, они постоянно по нам подсовывали, и их агенты влияния из числа чеченцев, тоже вот агенты влияния, эту работу проводили, и постоянно стояло, вот, как будто бы нет вот этого согласия в народе. А согласие в народе было. А это было какое согласие? Когда наш народ провел общенациональный съезд чеченского народа в 90-м году и 25 ноября принял декларацию. Вот это было общенациональное согласие. А теперь власть России делала все для того, чтобы, так сказать, расколоть наш народ, и они вместе с этими бывшими коммунистическими руководителями или своими агентурами эту работу все время проводили. Теперь эту же работу по расколу, скажем, нашего государства, они перенесли здесь в зарубежье. Здесь в зарубежье тоже вот такие вот среди наших людей, которые находятся в зарубежье, есть много разных движений, разных созданных, самостоятельно созданных, и которые поддерживает Россия, кстати. Мы говорим, что мы должны действовать строго в рамках нашей Конституции. Они себя выдают за власть, они себя выдают за какие-то там правительства. Хотя в то же время у нас существует легитимная власть в виде президиума правительства Чеченской Республики, люди, которые были избраны нашим народом на вторых выборах в 1997 году. То есть это представители нашего народа. Отталкивая в сторону этих людей, игнорируя их, эти новообразующие, как сказать, движения себя называют властью, премьер-министрами или разными движениями, или партиями, которые пытаются себя изобразить защитников нашего народа, в то же время отрицая то решение, которое принял наш народ в 90-м году в ноябре 25-го и Конституцию нашего народа. Так что вот такая ситуация. Я потом еще дополню. Я на этом сейчас завершу, чтобы уже долго что-то не говорить. Спасибо вам. Пожалуйста, если есть вопросы, дальше будем обсуждать. Все. Спасибо, Баркал Аят. Спасибо. Есть ли у кого-нибудь вопросы по данной теме, по истории развала Советского Союза, становления чеченского государства, взаимоотношений русско-чеченских? Или кто-то хочет дополнить? Можете дополнить, можете задать вопрос Аяду. Угу. Нас сейчас смотрят 43, сейчас в YouTube смотрят, в 13 и в Telegram смотрят нас. Если у кого-то есть вопросы, вы можете в YouTube мне писать, я их зачитаю. Сейчас стрим идет в на телеграм-канале Президиума правительства, информационно-аналитического центра Президиума правительства. И кто желает, может задать вопросы. Вопросов нет. Исчерпывающий. ФМ Нохче Укик идешь. Давайте дадим ему слово.
Так, ты можешь включить микрофон FM Нохчин и задавать свой вопрос. Нохчин, тебе FM, тебе нужно включить микрофон у себя. Так, Нохчин не включается, окей. Аят, здесь вот пишут, что с паспортом Ичкерии, тут Адам задает в YouTube вопрос. Дело в том, что так называемое правительство Ахмедзакаева выдает паспорта, продает паспорта, мне, правда, бесплатно его дали, но вот, и эти паспорта являются как сувениры и нелегитимны. Есть случаи, что даже человек пострадал вплоть до уголовного дела из-за этого паспорта. Что ты можешь сказать по этому поводу, Аят? Вообще, и в частности этого вопроса, и вообще, что касается наших документов, паспортов, признания, денег наших. По некоторым данным, в Мюнхене в банке лежат бланки паспортов и напечатанные деньги чеченские. Так ли это, Аят? Ну, это вопрос по паспортам, собственно говоря, не касается этой темы, о которой мы сейчас говорим. Но я скажу, что я уже сказал, что кроме президиума правительства легитимной власти, пусть в усеченной форме, у чеченского народа нет. Это люди, которые избраны нашим народом на выборах последних и назначены последним президентом. Это депутат парламента, член органа местного управления. И это, значит, люди, которые назначены последним президентом даже. То есть эти люди, имеющие полномочия от нашего народа, они только являются легитимными, и все другие документы, которые выдаются помимо их подписи или помимо их решения, не имеют никакой юридической силы и не могут считаться нашими. Их решения, их разговоры, их заявления, они не имеют к нашей государственности отношения. Это мы должны четко знать. О деньгах и паспортах, где лежат, это вопрос, так сказать, такой, который действительно еще тогда мы рассматривали, наши паспорта были тогда уже готовы, но экземпляр пробный мы получили тогда, еще в 95-6 году, еще при Жахаре, мы видели. На этом паспорте должен быть наш герб с 5-конечными звездами. И в нем не должно быть в конце сказано, что этот документ не предусматривает на передвижение или перемещение. Для этого там прямо написано в этих фальшивых паспортах, которые делают этот вопрос несколько раз задавали, они не могут считаться таковыми по этой причине. Ну вот, в принципе, вот и ответ тому человеку, который этот вопрос задавал. Баркал, Аят, Баркал, Рейсхуль. Так, еще вопросы имеются? Так, Мустанг, ты задавал мне вопрос. Я сейчас забыл, какой ты мне вопрос задавал, который... Ну, ладно. Если кто можешь написать мне в WhatsApp, я его могу задать, если не захочешь сам сказать. Так. Так, FM опять поднимает руку. Сейчас дадим ему слово. Давай, FM, попробуй еще раз. Советский Союз – страна большая, с мощной экономикой, богатыми ресурсами. Так что все эти блокады и санкции он уж как-нибудь переживет. А вот по союзникам Вашингтона, которые гораздо больше зависят от внешней торговли, политика ковбойских наскоков на нормальные я так понимаю, связи бьет куда сильнее. Здравствуйте. СССР больше нет. Так, по-моему, выключил я, да? FM, ты занимаешься, ну, как и положено, диверсиями.
вместо того, чтобы что-то сказать. Вопрос есть? Нет, Вопрос вопросов есть? нет, Аят. Вопросов Нет вопросов. нет, да. Ну, наверное, он еще не успел задать, не сформировался у него вопрос. Видимо, да. Хорошо, дальше. Давай дальше тогда. Так, вопросов пока нет. Ну, все стесняются, да, Аят, все стесняются, да, и в принципе ты исчерпывающе так все рассказал. И на самом деле вот эта ситуация, сейчас, Халигали, я вам дам слово, эти важные моменты, которые ты как современник тех событий, и человек, который уже в зрелом, взрослом возрасте, уже интересующийся политикой, ситуацией, рассказываешь, а это и все картина, которую ты обрывками еще в молодости читал, складывается очень познавательно и полезно, что ты рассказываешь. Вот этот момент, я бы хотел бы, я тоже уточнить по поводу ГКЧП, вот этой ситуации. Эта ситуация так запутана, как для стороннего наблюдателя, для меня. Я не мог никогда разобраться. Я знал, что Завгаев занял сторону ГКЧП, и хотя его там возносили до небес из-за того, что он тогда там поддержал народ, там такую начал имитацию делать. Ну вот в чем вопрос, Аят. Как ты думаешь, не могло ли быть такое, что как сейчас происходит, когда одна часть вот этой КГБшной коммунистической номенклатуры удерживает власть и и понимает, что идет в бездну, идет в путь никуда, в тупик. В этот момент Ельцин, который был председателем Свердловской области, тоже 100% креатура КГБ, перехватывает инициативу. Не было ли это сделано, я хочу спросить, разыграно, не было ли это сделано? Ведь КГБ не пострадало тогда благодаря Ельцину, и Советский Союз из колхозной экономики превратился в рыночную, там, современную экономику и так далее. Как ты думаешь, спектакль Амяцари Аят, это не был такой запланированный бой? Или это на самом деле? То, что люди гибли, это мы знаем, сотни людей тогда погибло в Москве. Ну вот верхушка, как она себя вела? Не разыгрывали ли они имитацию? Не проводили ли? Нет? Ну, скорее всего, это было, это у них было, наверное, несколько планов, так, и этот план, и другой план, какой-то первый, второй, третий план. Но вот ясно одно, что им удалось захватить процесс развала или процесс создания, изменения структуры власти в СССР. Они перехватили, захватили этого Горбачева, его снесли с власти. И, конечно, это было при спецслужбы, естественно, там участвовали в этом, тогда Крючков в этом ГКЧП участвовал, сам глава КГБ СССР, и другие высшие должностные лица, они это делали. И главная их задача была не то, что значит, дать какую-то свободу, а вернуться вначале вот эту в диктатуру, которая была в Советском Союзе, которая привела к тому, что в Советском Союзе где-то с 1985 года было состояние, значит, уже они не могли обеспечить население, не могли дать им продукты, и сами создавать не могли, а занимались все время только продажей природных ископаемых, которых было много в России, и там Советский Союз тем более. И на этой основе они держались, и когда все цены упали, они оказались, как говорится, король гол, как говорится, они не смогли обеспечить ничего. А Горбачев, придя тогда, дал разрешение, возможность создавать кооперативы, создавать там производственное предприятие, и люди как-то тогда вздохнули. И поэтому этот путь, он провалился, я хочу сказать. Просто народ его там смел тогда. А то, что у них были планы, в этом нет сомнения.
но эти планы, они по ходу дела могли совпадать, их жизнь требовала другое. Ну, по крайней мере, они захватили эту власть на территории РСФСР таким образом, как я сказал. А затем они запланировали это, когда разваливался Советский Союз, как будто добровольно расходится, разойтись, чтобы затем сойтись. И сейчас вот эта вся работа, которая идет по захвату чужих территорий, ну, которую мы видим, что в Азербайджане, что в Грузии, но у нас, нашу республику первую они напали, там и в Молдове. Это все территории, которые они захватили. Эти территории являются территориями суверенных государств, которые с точки зрения современного международного права созданы. Вот поэтому сегодняшняя Россия действует грубейшим образом, нарушая международное право, которые они, значит, обязались, не то что они, Советский Союз обязался эти, значит, принципы соблюдать в 1975 году. А Россия сейчас взяла на себя, что она правопреемник, скажем, Советского Союза, хотя правопреемство ей, с моей точки зрения, да, с точки зрения многих других, скажем, политиков из республик, неправильно ей дано. Потому почему она должна, вот такая диктатурная власть, ей позволительно это делать. То есть, конечно, здесь было послабление и Запада, который позволил вот так вот этой гидре снова как бы оживиться, и чтобы она сейчас пошла и дальше на нас. Вот что можно сказать об этом. Планы, наверное, у них были, и притом они действовали вот таким образом, они информационную работу вели, пропагандистскую работу, но вели очень сильно. Они раскол делали в нашем чеченском сопротивлении. У нас появились и религиозные противники, как бы, значит, их сторонники. У нас появились и такие деятели, бывшие коммунисты, появились разного рода. То есть они умеют делать раскол. И они всегда говорили, вот там у вас, там вот это разногласия, эти, другие, третьи, четвертые. Сегодня они эти моменты, которые они используют против нас, вот, допустим, использовали. Мы сейчас видим, это происходит и на Западе, даже в зарубежье, у нас вот в чеченском зарубежье это происходит. Они пытаются сказать, что вот у нас нет легитимной власти, и здесь вот несколько там движений, это известные, которые, значит, подыгрывает им Москва в той или иной форме, они, значит, изображают себя это. Хотелось бы сказать и о том, что вот этот инструмент, который они занимаются вот, по поводу раскола, скажем, движений, которые есть в Украине, к примеру, сейчас, да, они там пытаются все это здесь у нас в зарубежье и там делать. И противодействие, скажем, этому российскому государству тоже надо делать. Почему не сделать так, что мы должны с вами думать о том, что если мы говорим, что мы придерживаемся принципа международного права, о тех принципах, которые я говорил, то мы не можем говорить о том, что мы, если, допустим, Украина победит, у себя изгонит, скажем, оккупанта, то дальше идти мы не можем. Почему? Потому что мы будем похожи на этого же агрессора таким же. Мы должны изгнать, скажем, из Украины. И должны освободить все те территории, которые они захватили. Допустим, Российская Федерация России. То есть мы не можем уподобляться Кремлю. Вот я так полагаю, и я с своими товарищами и раньше говорил, обсуждал этот вопрос. Вот в Украине говорят, что вот сейчас там возьмем и, значит, развалим Россию. Но Россия как бы признанная страна,
международном правовом поле после развала СССР. И теперь ее идти на развал, совершать те же ошибки, которые противоречат современному международному праву, о том, что мы не имеем права, значит, идти и нападать на эту Россию. Другое дело, если они на нас нападают, на Украину, то мы имеем право ответного удара, конечно. Но вопрос о том, что мы хотим развалить эту Россию, это вопрос должен решаться этими народами, которые находятся в составе России. И работа должна вести, с моей точки зрения, именно, чтобы они этот вопрос решали изнутри, а не решать внешним, как говорится, воздействием, там, решая вопросы, допустим, о признании. Вот здесь либеральные деятели есть на Западе, которые рассматривают вопрос о том, что надо, что все республики, которые есть сегодня в России, Российской Федерации России, чтобы они создали свои государства. Но для того, чтобы этот вопрос так вот решить, то, значит, это мы идем в противоречие, скажем, с международным правом, не опираясь на те моменты, которые я вот указывал, что эти республики, они еще из Советского Союза вышли. На этого не говоря, они говорят, что они должны выйти из Российской Федерации России. А если они начнут выходить из Российской Федерации России, то это как бы получается сейчас, что мы, значит, идем активно ведем по развалу. А Путин и его команда везде заявляют: вот смотрите, они что делают? Они там на Западе собрались, вот там наши деятели, так называемые, тоже этим занимаются. Вот давайте их там вот развалим, эту Россию. Они хотят, чтобы пролилась кровь в наших городах и селах, чтобы народы все наши и все такое. Ведь по принципе народы этих республик, которые есть сегодня в составе Российской Федерации России, они уже тогда получили свою независимость и должны были создать свое государство. Если вернуться к этому прошлому, это один вопрос. Этот вопрос надо поднимать и решать мирным способом, что эти народы решали этот вопрос. А пытаться это решить военным способом или воздействием на них, вот давайте мы развалим эту Россию, мне кажется, это сегодня на пользу именно Кремлю, Путину. Это нельзя делать. Ну, то что такая вот ситуация. И мне кажется, что здесь нужно работать над тем, чтобы изгнать, значит, оккупантов со всех территорий, которые они захватили. Я имею в виду Украину, Чеченскую республику, Ичкерия, Грузия, ну, Молдова. И притом еще здесь, вот, мы знаем, Беларусь, они тоже там захватили эту власть и сидят тут. Ну, вот такая вот ситуация, насколько я понимаю. Такое мнение. Баркал Дейрейсхуйль, Есть ли у кого-нибудь еще вопросы, комментарии? Вопросов нет. Это Ерзевой, мы уже больше часа. Если вопросов нет, можно закругляться. Хорошо, тогда давай завершаем, если нет вопросов. И никто выступить, никто не желает, то тогда время не будем тратить. Мы свою, как говорится, повестку дня осветили. Да. И если есть вопрос, пусть присылает, иначе тоже будем отвечать. Барка. Хорошо, Баркал Дейрейсхуйль. Тогда на этом заканчиваем наш стрим. Я думаю, в субботу на чеченском языке, если у нас все пойдет по плану, будет. Ну, следите за обновлениями и анонсами. Всего самого хорошего. Ну, спасибо. Спасибо всем участникам. До свидания. Всем, кто слушал. Аят, тебе отдельная благодарность, Дейрейсхуйль, за столь интересный рассказ. Адикюэль, Машойль, Бюс, До свидания, друзья. До свидания. Так, друзья, наш стрим в телеграм-канале завершился. Я
сегодня постараюсь выйти еще ночью в эфир, но я уже третий день обещаю, но никак не получается. Всего самого хорошего, друзья. Следите за обновлениями, следите за каналом. Всего самого хорошего. Адекюэль маш ойл бюстер алюэль массера. До свидания.